Так, тачку помыл. Вот тут на регион 24 возле Красноярска. Получается 2300 тут мойка стоит. Ну, чисто так, вроде нормально помыли. Вот видите, как резина отличается. Вот это вот тайванская. Сказали, зашибись. А Таня какая-то. Не знаю, ну вот. Это уже 160 прошло, а тут еще остаток нормальный. А та лысая стала. Короче, двигаем дальше. Надо будет, наверное, возле Канска где-нибудь поспать, а с утра проезжать его по городу, чтобы объездную там не посещать. Так что такие дела. Все, машину намыл, погнали дальше. Красноярская объездная. И тут как на самолете. Можно раскатиться до 200, наверное. Гора такая. Енисей впереди. Так, наверное, горняк надо включить. А то у меня точно будет скорость там внизу уже. 11. Да, что тут расскажешь, короче, это что-то сегодня такой день, я мало проехал сегодня вообще. Сейчас думаю, Канск, 200 километров, лучше там, наверное, поспать и лучше, наверное, на рассвете проснуться и поехать. Уже до Иркутска там 800 будет. И как раз сутки также пройдет опять на рассвете, можно на Байкал выехать по красоте. Что-то вообще раскочегарился, короче. Снизьте скорость 116. Ну, она так катится на третьем горняке, так что тормоза не хочется. Никому как бы не мешаю. Сейчас мост через Енисей проедем, это будет кусочек, сюжетная линия там закончится. Так, тут видите, барашки пасутся. Кому не спится, можете попробовать посчитать. Какой-то мощный приток Енисея. И чувствуется, что это, видно, с города какая-то канализация подкрадывается. Как-то давно ездил, тут все в теплицах было. А теперь что-то нет никого. Сейчас землю ушатали. Тут чуть-чуть озимая, наверное, посаженная или что-то. Травка такая аккуратная, наверное. А вон мост уже впереди. Так, особо-то информации, ничего не происходит, просто еду и все, особо что тут расскажешь. Я, короче, вместе с бананами еду в Якутск. Ну, мне как бы еще, я так понял, судя по всему, в комментариях пишут, что там 25 или 26 лед еще стоит в Якутске. То есть, как он будет двигаться. Конечно, прикольно приехать пораньше, лучше посмотреть, как ледоход, я ни разу не видел. На Лене, там мощная река. И лед такой был, там, наверное, метра полтора минимум. Единственное, я не знаю, как они там паромы пускают, получается. Основное русло-то, наверное, побыстрее очищается. А вот эти там островки, заливчики всякие. Наверное, будет там до середины лета еще лед. Кое-где. Там рядом с Якутском где-то есть что-то такое, что в круглый год там ледник какой-то. Жара, не жара, все равно лед на улице. Название не помню, но что-то есть точно. Ну, может там проехать в районе 100 километров, не знаю. Местные в комментах пишите, как это называется, и оно, и там все ездят. Для инстаграма фотки делать, я так понял.
посреди лета. Ну, у нас в Нерюнгри тоже было. На водозабор едешь, там тоже никогда не таяло. Ну, туда, за ремонтно-механический завод, кто знает, там по Гравийке, где водозабор сам на город идет, выше течения. И там вечные льды тоже. Так, ну вот Енисей тоже, да, зима, какой бы мороз не был, не замерзает. Что тут, не знаю, как раз гидроэлектростанция, ну, вроде она в другом месте. Не в самом же городе. Что-то я не в курсе вот этого. Ну, обычно где сброс, вот как, например, Новобурейской проезжаешь, там тоже мороз какой, там 40 градусов, и ничего не замерзает, потому что там плотина сразу, ну, соответственно, течение очень мощное. А тут плотина, не знаю, рядом не рядом, может тут просто сам по себе Енисей такое мощное течение, что ничего не замерзает. Ну вот он, Енисей. Тоже так, видно по этим Бакин и фарватер стоят, по ним прям так течение аж бурлит. Хорошо идет вода. И сейчас от Красноярска чутка проедем еще по хорошей дорожке, и начнется Трясогузка там уже. Там как-то и узко, и вот так вот все. Вроде и ям нету, но она такая неприятная дороги. Ну, дальше все хуже, 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 и приехали. Вот сама тормозит машина. Я на адаптиве ехал. Расход 39, по чуть-чуть растет. Потому что тут уже негде экономией заниматься. Все время горки-пригорки. Все-таки 27 тонн загрузка, она как бы так. Я, в принципе, еду, получается, как все. Все там по 20, наверное, везут. Хотя сейчас начали, я смотрю, в группах, типа, сейчас же разрешили 10% допуск. Ну вот я 27 загрузил. Что там за тонны платят в Якутск. А у меня машина, как бы, ну, 14, сколько там? 15 сейчас. Ну, это на ходу она туда-сюда. Стоит 14,7 на седле, а так по 8,2, 8,3. Как раз 7700 плюс 700, 8,4 почти можно. Короче, у меня показывает на ходу 26,6 типа груза. Ну, останавливаешься там 27 ровно. Оно что-то на ходу чуть-чуть погрешность имеется. Весы правильно показывают. Там на нейтралке надо стоять без ручника лучше всего. Никуда не катиться, тогда поточнее показывает. По осям. Так, и что я там рассказывал, подожди. Ну, начали все в группах писать, типа, ну, как раньше, например, грузили обычный РФ, да, 21 тонну там, а теперь 10% же можно, теперь начинают за те же деньги всем 23 тонны пихать. Ну, типа, можно ж, все, типа, народ такой, типа, как бы лишний вес, там, расходы. Ну, есть разный груз, конечно, который как не пихай, не поместится. Вот я помидоры вез, там до потолка напихали 18 тонн. Ну или яблоки там, какие-нибудь там. Ну, может 24, там, может их можно мне засунуть. Не знаю, чтобы вообще места не оставалось свободного. В общем, такие дела. Тоже сразу, короче, народ сориентировался. И давай, не то что одно дело расценки упали, еще и их пытаются засунуть по боля на эти 10%. Даже вот зерновики, там же все элеваторы, порты, в основном Хартия у них. Ну, то есть все без перегруза возят. И уже пишут тарифы, типа, что можно Хартия и грузим плюс 10%. Типа. Ну, соответственно, интереснее, конечно, рейсы уже. Ну, лишние деньги там. Как бы если гор нету, то для машины как бы по барабану. Вот я с 27 тоннами от Питера ехал по платке, у меня там 23,7 расход был. Ну, как бы поровну. А чуть горы начинаются, конечно, у него уже
на подъем идет там 150 литров расход ежемоментный, ну, вниз 0. Типа показывает, катишься там на горняке или там, а по среднему уже получаются цифры. Так, я... Что тут все стоят, непонятно, светофор или... Главное, никого нету. А, один с нашей стороны стоит. Ну да, вот таких реверсов сейчас, получается, я проезжал. Был, получается, за Самарой, на Урале, перед Омском. То есть везде ремонты эти начались с реверсами. Вот сейчас реверс в Ачинске был, где я там на желтый проскочил, типа вызвал гнев местных жителей. Некрасиво, конечно, да. Как повелся, как обочечник. Что-то непонятка какая-то, слышишь? У нас красные, а те все стоят. Интересно. Наверное, такой светофор, что красный всем. Так, давай на козла. Не, тут не стал уж. С пассажиром на козла лучше нет, а то пассажир может выйти. Не запланировано. Так, ну и что, проехал я 71 час, получается, всего. У меня вместо 10 часов, ну у меня аж пауза, получается, 9 часов никак не выдерживаю. Ну, типа, 7 часов, 6, там вот так вот. И он, получается, не сбрасывается, и получается, что суточного отстоя этого нет, не суточного, а 9-часового. Минимум, и он мне день не перескакивает, я как этот, получается, 71 час подряд прорулил. Ну, плюс он там, когда вот стоишь-то на молотках, это, не знаю, где там отдельно смотреть. А у меня, кстати, по полной массе 45,4, да, сейчас. А в связи с этими 10% полную массу разрешают 48,4. То есть мне еще можно 3 тонны запихать. Я буду в порядке. Только места нету. Надо в салон было догружаться. Ну, наверное, можно только если мандарины какие-нибудь везти. Мандарины такие, они по тонна 250 палеты получаются. Вот, американские. 26 штук засунуть. Сколько? 26 тонн. И 250 на 4, 37, да? Ну да, 33 даже может выйти, 32-то. Че, поехали? Никого. Она у меня не едет что-то. Да, такое место странное. Теперь наши будут стоять полдня, наверное. Те же тоже останавливаются красные. Стартуйте. По-моему, светофор сломался. Не догадается, нет? Там они стоят. Зеленого тут. О, вот он зеленый. А это нарушитель, видишь, я как их заставил. Он, видно, с такой паузой просто обоим красный высвечивает. С большим просто интервалом. Ах, ремонт мостов. Как-то они ремонтируют, главное, что верхнюю поверхность его. И все. Взяли б уже. Вон тут алюминиевый завод, из алюминия цельного сделали. Так давай, едь. Надо обязательно с кикдауном давить, а то он так на эконом режиме не понимает и крадется на гору еле-еле. Вообще не разгоняется. Вольвец. Вот 200, ежемоментный 200 литров было. Переключился, 184 сейчас.
Короче, так вот и экономим топливо. Все, до Иркутска мне 1060 или что такое. Ну, уже полегче. Уже, получается, где-то в Кемерово середину я переодолел. Из 9200. Ну, примерно 9200 до Якутска. Так, разгоняйся. Ну, вяло, да, конечно, он разгоняется без кикдауна, чтобы на низ переключаться. Так, ладно, что-то я затрындился, в общем, не знаю, что. В общем, общеобразовательные беседы в дороге, короче. Продолжаем путешествие по России на грузовике. Что-нибудь будет интересное, буду снимать. Ладно, всем успехов, удачи. Да, тут я как-то вылетаю из-за пригорка, а тут все стоят. А вон оно что тут, непонятно чего. Пропускают нас. Как он туда уехал, что-то непонятно. А, он сгорел, а тут что-то. Так бывает. А, так они, наверное, врезались, получается. Олимпы стоят, наверное, их кто-то. Ого. Оттащили. Да, жестко вообще. Получается, две машины столкнулись, наверное. Одна загорелась. А тут еще и в кювет улетел. А так вроде нормальная тут дорога. Ни ям, ничего. Видно, кто-то уснул. Ой, страсти мордасти. Вот так вот надо быть внимательным, а аккуратным. Ну. Тем временем это Канск, 30 километров осталось. Бородино вот проехал какой-то. Сейчас, думаю, перед Канском встану и там пораньше встану и по городу проеду. Или может сейчас объездную проехать. Ну, просто в город могут развернуть просто, если днем. Ну, по светлому гаишники стоят они. Полгорода проедешь, они тебе там назад. Даже штраф не выписывают, да просто. Типа. Ну, меня так не делали, там Макс, по-моему, так проехал раз. Рассказывал, мы когда в Тайшете встречались. Но я что-то все время ночью сюда попадал. Ну, едешь там час ночью по городу, по пустому. 10 минут проехал. Да, машину намыл, но мошкам все равно. Они уже все стекло забомбили. Ну, сбоку вроде чистая. Ладно, в общем, едем дальше аккуратно.